Ну давайте смотреть. Итак, первый раунд. Дэнни Джейкобс чуть-чуть повыше. И, кстати говоря, о том, сколько боксера весит в поединке. Геннадий Головкин не отказался встать на весы HBO. И его вес составил 170 фунтов, 77,1 килограмма. Дэнни Джейкобс отказался демонстрировать свой боевой вес. Но по опыту прошлых боев мы можем сказать, что он весит, скорее всего, не меньше 175 фунтов, то есть не менее 79 килограммов. Некоторые говорят, что может быть даже и больше. Головкин сразу же пытается проверить соперника, атакует двойкой. Ну, это традиционный стиль, Triple G. Да. Практически всегда он идет вперед. У Геннадия Головкина есть еще одна отличительная черта. Он, как никто другой, умеет резать сопернику углы, лишая пространства, просто не отдавая ни сантиметра, ни миллиметра. Соперник ни на одном участке ринга не может чувствовать себя в безопасности. Даже, по-моему, в момент перерыва должен бояться. Эдди Роуч сказал, что у Головкина, возможно, лучшая работа, вернее, невозможно, а по мнению Роуча, лучшая работа ног в профессиональном боксе. Именно вот с точки зрения того, как он умеет плавненько, так спокойненько, аккуратно отсекать соперника от свободного пространства. Ну а тем временем Дэниэль Джейкобс взрывается своей комбинацией. Очень неплохой. И ясно одно, что Дэниэль Джейкобс соперника действительно не боится. Очень многие Геннадию Головкину проигрывали еще до того, как выходили на ринг. А получив первые удары, вовсе сникали. Пока что все идет очень ровненько. Каждый придерживается заданной тактики. Головкин джебом попадает, причем не в первый раз. Очень хороший тайминг у Геннадия. Руки у него не столь длинные, как у Джейкобса, но за счет тайминга он это преимущество в длине рук у соперника нивелирует. Два удара, но в блок от Головкина. Джейкобс очень внимателен, крайне сосредоточен. Пока что Геннадию не удается в полной мере его запереть, для того, чтобы как следует обработать своими пушечными ударами. Но мы опять же говорим о том, что Дэниэль Джейкобс тоже очень техничный парень. Хорошие ноги, хорошее чувство дистанции, чувство соперника. Стреляет издали Дэниэль Джейкобс передней рукой. Ну что ж, пока таких прям тяжелых силовых попаданий мы не видели. Да, были обмены джебами. Головкин свой нанес, и Джейкобс тоже попадал. Пока так аккуратно, но с напряжением. Конечно, напряжение очень-очень большое. Вот смотрите, да, как идет за своим соперником Геннадий Головкин. Все время на прицеле Джейкобс. Джеб от Triple G. Первый раунд Джерри готовил Джейкобса в качестве диетолога. Второй раунд. И Андре Розье, тренер Джейкобса, говорил о том, что помимо того, что держи руки повыше, но все-таки больше нужно ударов теперь во втором раунде наносить, чем в первом. Поменял стойку Джейкобс, встал в левшу. Кстати, вот это точно Джейкобсу, мне кажется, не стоит делать, потому что у Головкина, поскольку у него 350 боев в любителях, огромный опыт боксирования против левшей. Сдвоенный джеб от Дэниэля Джейкобса. Попадает слева. И вот одна из первых атак в этом раунде Геннадия Головкина. Бодаются головами соперники. Но в целом многие такой поединок и ожидали. Чуть более тактически, во всяком случае, в первые раунды. Потому что уж кому невыгодно точно рисковать, так это Джейкобсу. Головкин может попробовать пойти на обострение, может быть, даже на поединок на встречных курсах, потому что Геннадий Головкин в своей ни любительской, ни профессиональной карьере в нокдаунах никогда не бывал. Дэнни Джейкобс на полу бывал. Ну, что стоит отметить по первым пока минутам боя,
В отличие от подавляющего большинства соперников Головкина, вот в этот период времени он не выглядит деклассированным. Потому что Головкин уже зачастую в первом, ну, максимум во втором, дает понять, кто тут хозяин. И начинает инициативу так явно прибирать к рукам. Пока что, да, определенная инициатива все-таки на стороне Головкина, но нельзя сказать, что он сейчас тотально ведет этот бой. Он просто еще ни разу не попал. Вот это опять же говорит о том, что насколько высоки ставки в этом бою. Да, как только Геннадий Головкин хорошенько Джейкобса приложит, то вот уже тогда будем смотреть. И вот перед этим боем Дмитрий Пирог давал свой комментарий, что Джейкобс, когда пропускает один плотный удар, после этого теряется. Поэтому если только почувствовал, что зацепил Джейкобса, сразу нужно развивать, потому что в этот момент можно даже закончить поединок. Почтальончик у Головкина не прошел. Вот по туловищу, кстати, Геннадий великолепно бьет по печени. Да, Мэтью Маклин подтвердит. После удара по печени он лежал несколько минут на полу и потребовалась ему помощь врачей. Но пока Дэнни Джейкобс все-таки не выигрывает этот бой. Я не знаю, насколько он следует плану. Может быть, он не следует пока еще своему плану на бой. Но первые два раунда я все-таки считаю, что они в пользу Геннадия Головкина. Да, согласен, с небольшим преимуществом. Головкин джебом атакует. Да, поджал соперника канатом хорошо, но выпустил, не получилось доработать. На ногах Джейкобс хорошо сработал, потому что пошел сначала в одну сторону, потом резко изменил направление движения, что тоже очень важно делать против Головкина. Если идти все время в одну сторону, он быстро тебя загонит в угол или прижмет к канатам. Левый боковой неплохой был в исполнении Джейкобса. И вот первый правый прямой от Геннадия Головкина. Ну, там, правда, перчатка была подставлена. По туловищу справа Головкин попал. На ближней дистанции пытается отработать Геннадий. Поджимает Геннадий. Продолжает теснить соперника к канатам и ждать его ошибки. Плотный джеб. Джейкобсу ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе он будет расстрелян. Джейкобс пытается контратаковать, пытается встретить. Посмотрите, как уже несколько раз Геннадий Головкин вот реагировал на движение Дэниеля Джейкобса уклонами, отклоняясь назад от его ударов. Он все видит. Пока что Джейкобс не может его ничем удивить. Только вот этим своим перемещением. А выброшенными ударами едва ли. И джебом практически Дэнни не работает. Видимо, опасается. Потому что как только передней рукой начинает действовать Дэнни, тут же у Головкина есть свои козыри, которые он и демонстрирует. Требует от Джейкобса продолжения движения. Низковато, низковато сейчас провел Джейкобс. Но задумка была ясна. Встретить соперника плотными попаданиями по туловищу. Хорошо. Попал Джейкобс. Головкин попал, ну, правда, в лоб, но тем не менее. Ну вот Геннадий Головкин, мне кажется, сейчас хочет вытащить соперника, заманить его в свою игру. Обменяться с ним, попасть. Но Джейкобс пока очень дисциплинирован. Ты наносишь ему чувствительные удары по туловищу, они ему не нравятся. Кстати, это такой вот эпизод. Итак, четвертый раунд. Геннадий Головкин против Дэнни Джейкобса. Головкин лидер средней весовой категории. Дэнни Джейкобс находится на второй строчке в общем рейтинге. Однако Джейкобс в данном бою, по сути, в статусе претендента. Чемпионом мира является Головкин, обладатель 3 поясов. Но, правда, титул IBF для Джейкобса не на кону, потому что Дэнни отказался проходить повторное взвешивание. Справа пытался поймать Геннадий. О, есть! Попал.
И первый нокдаун этого поединка. Было 2 попадания справа. А вот теперь посмотрим, из чего на самом деле сделал Дэниэль Джейкобс. И что будет делать Головкин? Пытаться добить, броситься на соперника или будет аккуратно боксировать? Жесткий джеб Головкин наносит, практически прям как силовой удар. Еще одна комбинация, еще один почтальон. Теснит Головкин Джейкобса. Руки разводить Дэнни уж точно не стоит. Апперкот. Вот тот самый искомый апперкот, про который говорил Абель Санчес. Нельзя останавливаться Джейкобсу. Нельзя ни в коем случае. По туловищу Головкин. По печени пытается атаковать. Середина 4-го раунда. Джебом сверлит просто защиту Джейкобса Геннадий Головкин, готовя свой сокрушительный удар справа. Да это даже не сверлит, это отбойный молоток прям. Снова поджал. Набросил удары. Дэниэль Джейкобс. Опасливо. Но уже один раз получил, да, как-то нет желания нарываться на повторный такой удар. Может быть, Джейкобсу стоит так консервативно этот раунд провести, чтобы закончить его без еще одного нокдауна и перевести дух. Да, но вот сейчас попытался взорваться комбинацией Дэниэль Джейкобс. В перестрелке джебами Головкин лучше Джейкобса. При всем при том, что руки у него короче. Безусловно, это тайминг, это чувство момента, чувство позиции, чувство дистанции. Вот в этих компонентах Головкин превосходит Дэнни. Причем заметно. А все это вместе образует бойцовский, боксерский интеллект. О, справа Головкин попал. Да, но не так плотно, как мог бы, тем не менее. Вот посмотрите ответ Джейкобса. Быстрые руки, но не такие мощные, конечно. Смотрим повтор. Обязательно. И вот он, вот точно в левши. подбородок. У Дэнни в тот момент была стойка левши. И в разрез справа 2 ударами. Здесь Дэнни пытался пройти в ноги, да. Проход в ноги сообразить. Да, правда, уже лежа на спине. Вот классика. Правши против левши. И не поспоришь ведь? Абсолютно. О, есть. Зашло. Но устоял Джейкобс. Еще один удар. Получите, распишитесь. Вот действительно, Андре Розье сказал же, расслабься и все придет. Вот и пришло. Так ведь и еще придет, скорее всего. Ну да, это мы сейчас немножко так саркастично, конечно. Розье, безусловно, имел в виду другие вещи, но, по сути, вот получается все именно так, как получается. Да, и вот, честно говоря, я уж не знаю. Вот так вот больших, серьезных шансов сейчас у Джейкобса не просматривается в этом поединке. Головкин просто-напросто боксирует лучше, чем Дэнни Джейкобс. Он просто как боксер лучше Дэнни Джейкобса. Вот опять стойка левши. Зачем? И мы видим, что Геннадий Головкин в ответ на не совсем чистые действия Дэниэля Джейкобса в долгу не остался. Пытается правым боковым встретить Головкина Дэнни Джейкобс. Но опять же, эти удары какие-то вялые получаются. Сдвоенный джеб требует от Дэниэля Джейкобса. Обычно Дэнни особо-то стойки не меняет. Ну да, он прибегает к этому, но не так часто, как в этом поединке. Проблема в том, что в этом поединке вот эти смены на стойку левши приносят ему одни проблемы. Я уж не знаю, зачем продолжает Дэнни это делать. Вот сейчас просматривается очередная порция неприятностей для Дэнни Джейкобса, пока он находится в стойке левши. «40 секунд до конца 5-го раунда. Теперь уже сдвоенный левый, но с дальней руки на сей раз от Джейкобса. И комбинация такая немного хаотичная. Но по туловищу удар слева прошел.
Нет, все в защиту. Геннадий Головкин спокойно принимает, без каких-либо затруднений. Болтанул Геннадий Головкин соперника, хоть сам и пропустил. И вот страсти накаляются немножечко. Ох, какое хорошее попадание. Здесь вот единственное, повезло Джейкобсу, что он голову так отворачивал. Сказал да снизу, причем по-русски сказал. Видимо, ему Макс что-то подсказал. Может быть, вернуться к работе апперкотом? Да, почему нет? В предыдущем раунде апперкотов не было вообще. Поэтому это может стать сюрпризом для Дэнни Джейкобса. И посмотрите, вот такая затяжная атака из 4 ударов. Но Геннадий Головкин непоколебим. А Головкин настолько основательно смотрится в ринге. Действительно, как такая скала, которую тяжело сдвинуть. Но пока, по сути, никто не смог этого сделать. Продолжает работать в левше Дэнни Джейкобс. Вот это было неплохо, да. Достойно. Один из лучших моментов в исполнении Дэнни Джейкобса в этом поединке, но момент редкий. И в целом, я думаю, вполне справедливо считать, что Головкин выиграл все раунды этого боя. Ну и плюс еще был нокдаун. Так что Дэнни сейчас проигрывает очков 6, как минимум. Ну, и как максимум тоже. Я не думаю, что какой-то из раундов ему можно отдать. О, вот это было неплохо, но и сам пропустил. Все-таки начинает что-то получаться у Дэнни Джейкобса. Ну, может быть, он решил, что окей, терять уже нечего. Тем более 6-й раунд. До этого все проиграно. И если хочешь победить, нужно что-то делать. И нужно делать что-то решительное. Минута до завершения 6-го раунда. Джейкобс раздергивает. По перчатке. Да, хоть так и звонко получилось, но ничего страшного для Геннадия тут не произошло. Как же вот Головкин умеет создавать вот это напряжение, даже без ударов, когда он к сопернику подходит. Все равно соперник чувствует себя некомфортно и чувствует такую прямую и явную угрозу. Плюс умение держать своего соперника постоянно перед собой. Ну, умение, естественно, в исполнении Геннадия Головкина. Ну и его фирменный такой активный контрпанчинг. То есть, человек, который не назад идет и вынуждает и ждет действия от соперника, а наоборот идет на соперника, заставляет его что-то делать и в ответ на это контратакует. Смотрите-ка, Джейкобс активизировался. Несколько очень хороших. Что же будет дальше? Каков будет ответный ход Геннадия Головкина? Половина боя позади. Сейчас была опять неплохая комбинация в исполнении Джейкобса. Продолжает Геннадий преследование своего соперника. Джейкобс старательно пытается не дать лишить себя пространства. Вот не сказать, что поединок прям изобилует какими-то зрелищными действиями. Да, их вполне достаточно, но, естественно, не то же самое, что мы видели в рамках этого же вечера в бою Гонсалеса с Рунгвисаем. Но вот это напряжение постоянное и понимание того, что в любую секунду что-то может произойти. В любую секунду, ну, по большей части это к Головкину относится, что он может нанести точный удар и произойти может, ну, яркий какой-то эпизод. Джейкобс может оказаться на полу, и он уже был на полу.
Возвращается Дэнни в стойку левши. Вернее, снова в нее становится. Пока что, честно говоря, из стойки правши у него лучше получалось. Но вот контрвыпад такой неплохой. Даже Головкин оценил. Зацепил Геннадий соперника сейчас. Ответ от Дэниеля Джейкобса. Вот осмелел Дэнни в 7-м раунде. Он понял, что нужно что-то делать. Нужно рисковать. И, кстати, Шугар Рэй Леонард говорил, что Дэнни все равно наступит момент, когда ему придется, ну так вот, откровенно подраться в этом бою. Удар по туловищу. У Головкина уже так до автоматизма доведен вот джеб в том плане, что когда он выбрасывает джеб, правая рука автоматически поднимается наверх. Прикрывает голову. Не только подбородок, но даже висок. Вот обратите внимание. Когда переднюю руку выбрасывает Геннадий, свою левую руку, правая рука сразу идет вверх. Встретил справа. Правда, очень коротко получилось, поэтому не жестко. Ох. Попал. Голова аж дернулась у Джейкобса. Такие гематомы у Головкина. Что из-за них страшные. могут бой остановить, да? Да, безусловно. Вот именно так все это и звучит, а на деле все совсем иначе. Итак, у обоих установка: не давай сопернику как бы вести поединок, начинать атаки первым. Джейкобс встречает Геннадия. Тем временем у нас 8-й раунд. Не так и часто Головкин оказывается на этой дистанции. Но вот такая защита. Шолдер-ролл в исполнении Дэнни Джейкобса, и довольно успешно. Да, во Флойда Мэйвезера решил поиграть, или в Роя Джонса. Ну, здесь ничего такого страшного не было. По туловищу, но низковато. Да, низковато, Так, действительно. погранично. А вот сейчас прям совсем было низко. Отрезок, в котором Джейкобс работает первым номером, больше выбрасывает ударов. Головкин взял определенную паузу. Но это до поры до времени. Полраунда прошло. Левый боковой на скачке в исполнении Головкина. Но Джейкобс вовремя поднял правую руку, Хорошая серия. от которой Геннадий ушел вовремя. Ну вот, кстати, давненько Геннадий не попадал как следует. Да. Может быть, чуть осторожнее он стал, потому что Джейкобс все-таки осмелел. Да, и вот Чуть наглее сейчас стал. попал правой сбоку. Вот он не боится Головкина. Это его главная отличительная черта. Либо Геннадий что-то увидел в атакующих действиях Джейкобса, что можно использовать против него. То есть как-то поймать его навстречу или контратаковать. И Геннадий просто ждет этот момент. По Как туловищу хорошо. Причем Геннадий доворачивает кулак. Удар получается очень таким острым. Джеб. Еще раз. Десять секунд до завершения раунда. Джейкобс решил немного активизироваться, равно как и Геннадий. И мы отметим, что это третий раунд подряд, где мы можем сказать, что эти раунды получили. Даже Андре Розье говорит: ты впереди, ты ведешь. Мы не поддерживаем эту точку зрения. Андре Розье. Ну, предположим, Дэнни отдали последние 3 раунда. Но все, что было до этого, выиграл Головкин. Поэтому в любом случае, я думаю, Геннадий лидирует.
9-й раунд. О, хорошая серия от Джейкобса. Но вот теперь, наверное, мы точно можем сказать, Джейкобс не боится Головкина. Вот по тому, как он действует, и иногда даже рискованно действует. Ну и чаще всего, да даже не чаще всего, а по сути это было так всегда в карьере профессиональной Головкина. Если человек побывал на полу хотя бы один раз, то после этого уже практически все. Поединок складывается односторонне в пользу Головкина. Джейкобс, побывав на полу, умудряется навязывать Головкину конкуренцию. И даже последние 3 раунда были, ну, вполне близкими. Я не исключаю, что, может быть, из этих 3 пару вполне судьи могли отдать Джейкобсу. Сдвоенный левый. Ох, справа попал. Неплохо. Плотно приложился Джейкобс. Опять неплохо получается. Нащупала свою дистанцию Дэниэль Джейкобс. Понял, как не попадать под молотки Геннадия Головкина. Да, Геннадий, кстати, вот почему-то в отрезок боя сейчас получается достаточно длинный в этом раунде, когда он так весьма пассивно себя почему-то ведет. Да, ударов почти не выбрасывает, просто поджимает. Может быть, бережет силы на так называемые чемпионские раунды? Может быть. Может быть. Но тем интереснее и увлекательнее наблюдать за таким боем, потому что интрига появляется, она нарастает, драматургия боя. Но все равно не покидает ощущение, что жесткое попадание в исполнении Головкина может вот все эти хорошие эпизоды в исполнении Джейкобса свести на нет. Но пока не видим этих попаданий. А если видим, то в крайне малом количестве. И этот раунд, я думаю, кстати, Дэнни Джейкобс выигрывает. Вот, правда, апперкот справа пропустил, причем так достаточно жесткий. Попал! Еще раз зацепил, но посмотрите. Причем джебом потряс, Головкин джебом его потряс. На долю 10 секунд. Потряс. Но посмотрите, как хорошо амортизирует удары своей собственной головой Дэниэль Джейкобс. И отвечать пытается. Какую точку имеется в виду? Ну, понятно, Геннадий, естественно, это понимает. Так вот, Абель говорит, выбрасывай в эту точку, и все будет хорошо. Удар будет точно прилетать. А вот этот джеб, от которого Джейкобса так на долю секунды, но повело. Так, 10-й раунд. Ушел на ногах. Причем, кстати, ушел так, достаточно так легко и красиво. Левый боковой в исполнении Геннадия. Вот на ближней, на средней дистанции это работа для Геннадия. Но и Джейкобс не боится этих самых обменов. Работает по туловищу в том числе. По туловищу жестко и в голову. Было небольшое столкновение головами. Небольшое замечание рефери сделал Геннадию. Но это точно не нарочно. Вот чего, в чем Головкин никогда не был замечен, так это в грязи. В намеренной. Намеренный. Даже какие-то минимальные, может быть, эпизоды он все равно себе не позволяет. Даже если что-то такое и было, это было действительно абсолютно не намеренно. Провалился сейчас немного Геннадий, наказал его Джейкобс. А вот Геннадий так вот зарядился почему-то именно на один удар. Обычно он готовит атаку, а здесь вот так вот прям решил как будто подойти и рубануть с плеча, что называется. Неплохо в исполнении Джейкобса. Да, подготовил эту атаку Дэниэль.
Сам потом дождался атаки Геннадия и нанес неплохой удар. Ух, Попадает Джейкобс. Молодец. Ничего не скажешь. безусловно, тут нужно отдать Дэнни должное. Он сделал и делает пока что то, что никому из предыдущих соперников Геннадия не удавалось. Он проиграл первые 5 раундов без вопросов, на наш взгляд. Но затем, даже побывал в нокдауне, но затем сумел все-таки как-то, ну, не прям переломить, но так, надломить слегка от этого боя. И сейчас мы наблюдаем вполне себе конкурентный поединок, где Джейкобс реально выигрывает раунды Геннадия Головкина. То, в принципе, ну, практически дело невиданное. Да, был поединок у него с Касимом Оумой, но там перед боем были определенные сложные обстоятельства. И не просто тот бой дался Джейкобсу. Оба завелись. И это хорошо. Значит, посмотрим на обмен. Нет, попозже. Почему-то они решают завестись всегда за 10. Чтобы изменить историю. Да, есть 2 раунда. Хорошее попадание от Даниэля. Ну, второе получилось немножко смазанным. Остается. Да, интересно, неужели бой пройдет всю дистанцию? Чего с Геннадием Головкиным давненько не случалось. Ну, 12 раундов вообще никогда не случалось. У него 3 боя, которые завершились решением судей, но то были 8-раундовые поединки еще в начале карьеры. Да и кто знает, будь они 12-раундовые, может быть, и закончились досрочно. А вот более 10 раундов Головкин всего 1 раз в карьере боксировал. Было это в феврале 2015 года против Мартина Мюррея в Монако. И тогда Геннадий победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Это единственный бой, когда вот Геннадий заходил на территорию 10 и 11 раундов. Я прошу прощения, с Касимом Оумой тоже был 10-й раунд. Как раз в нем все и закончилось. Да, один из самых тяжелых боев для Геннадия. Да, а вот 11-й раунд, второй в карьере Геннадия Головкина. Если будет 12-й, то это будет впервые. А в общем-то, возможно, все к тому и идет. Да. Джейкобс не собирается пропускать, не собирается падать. Вот, кстати говоря, то, что мы сейчас видим, и если поединок действительно пройдет всю дистанцию, это вполне себе повод для возможного реванша. Может быть, не сейчас, потому что, конечно, хотелось бы увидеть бой Головкина против Канело Альвареса, и хотелось бы увидеть его в этом году, в сентябре. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что Оскар допустит это. Хотя он всем видом подает, что я хочу этот бой организовать в этом году. Даже готов поставить на кон свою промоутерскую лицензию. Но что-то мне подсказывает, они будут искать варианты оттянуть еще этот бой до следующего года. В центре ринга, по сути, бой на встречных курсах. Да, так и есть. И обмен. Посмотрите, Даниэль Джейкобс, какая многоударная комбинация. Жестко. И Джейкобс жестко попадает. Но пока, в отличие от Головкина, Джейкобсу своего соперника потрясти реально не удается. Ох, какой. Ну, правда, Геннадий в этот момент перешагивал. Честно говоря, даже низко бьет. Даниэль Джейкобс показывает Геннадию, что удары оппонента его абсолютно не интересуют. Но все-таки не будем забывать, конечно, есть определенная усталость, потому что поединок очень напряженный. Поэтому энергозатратный. Попадает Джейкобс. Головкин не потрясен, но тем не менее это тоже набор очков. Вот это да! Вот это бой! Потрясающе. Оба попали тяжелыми ударами. Вот этот левый боковой действительно. Мне даже показалось чуть-чуть. В карьере Геннадия Головкина 12-й раунд. Кто мог подумать, что Даниэль Джейкобс не просто достоит до этого светлого момента, но еще и будет оказывать более чем достойное сопротивление.
Кстати, в карьере Дэнни Джейкобса это второй 12-й раунд, потому что у него был поединок против Калеба Труакса, и там он победил техническим нокаутом именно в 12-м раунде. Так что в итоге ни тот, ни другой вот целиком эту дистанцию не проходили. Попадает Головкин на ближней дистанции. Джейкобс не отстаивает также. Кто знает, может быть, 12-й раунд станет самым зрелищным и самым лучшим раундом этого поединка. Мы не против, если боксеры выложатся, отдадут весь остаток. Конечно, немало сил потрачено. После команды ударил Головкин. Ну, в таком шуме, честно говоря, услышать, что говорит рефери, тем более рефери достаточно себя так тихо По затылку. поведет. Хорошо пытался закрутить здесь Джейкобс. Попадает Головкин справа. Коротким таким ударом. Джейкобс попадает. Головкин отвечает, но низковато. В грудь попал. Справа апперкот от Дэнни Джейкобса. Джебом наносит удар Головкин. Пытался попасть апперкотом, не получилось. Геннадий. Минута до конца поединка. Неплохо. Зал скандирует «Гена, Гена». В этом зале, несмотря на то, что Дэнни Джейкобс родился здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине, фанатов в зале гораздо больше у Головкина. Головкин — это звезда международного масштаба. И сегодня у него, возможно, самый сложный, самый тяжелый поединок. Ну, как и прогнозировали. Как сам Геннадий прогнозировал. Слева Джейкобс попадает. 10 секунд остается до конца боя. Геннадий Головкин, Дэнни Джейкобс. Бой в среднем весе. Поединок, который оправдал ожидания. Может быть, даже и превзошел. Потрясающий бой. Здесь можно только сказать спасибо, Геннадий, спасибо, Дэнни. Да. Это было великолепно. Блестяще. Сегодня вообще вечер бокса получился на заглядение. И те, кто купили трансляцию в Соединенных Штатах, они не пожалели. И, честно говоря, вот с учетом того, что вторая половина поединка складывалась довольно так с переменным успехом, и много было близких раундов, есть не будем слушать судейское решение. Есть определенно. Это нокдаун. Единственный в этом поединке. После этого нокдауна казалось, что Джейкобс, в общем, стремительно несется к поражению, но сумел он. Madison Square Garden, New York City. We go to the scorecards. A round of applause for both fighters in this middleweight contest. Don Trella and Steve Weisfeld have it 115, 112. 115-112 у двоих. И 115-113. И все еще не имеющий поражений. Чемпион мира в среднем весе. Один из сильнейших боксеров мира. Геннадий Геннадьевич Головкин, Triple G, одерживает 37-ю победу в своей карьере. И впервые